Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Пожар в гараже оставил Алекминск без маршрутных автобусов, когда восстановят перевозки пассажиров. Студенты в Якутии скоро вернутся к очному обучению. Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом решает несколько вопросов. Мороз – это не повод отказаться от купания. В столице региона якутские моржи ежедневно окунаются в прорубь. Пожар практически полностью остановил движение маршрутных автобусов в Алекминске. Возгорание произошло в варочном гараже автопарка сегодня. Там автобусы находятся на стоянке. Спасти от огня удалось почти все автобусы. Тем не менее, для приведения их в порядок потребуется время. Елена Фаст. Подробнее о происшествии. В ночь на 29 января в варочном гараже МУП СГЗ произошло возгорание. На начало пожара в гараже стояло 22 единицы техники. Это 20 пассажирских автобусов, из них 8 частных и 12 муниципального предприятия службы городского заказчика. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных бригад и работников СГЗ практически все автобусы удалось выгнать целыми. Огнем уничтожен один частный автобус и вахтовый служебный транспорт. На данный момент идет тушение арочника, устанавливается причина возгорания. В связи с пожаром на линию по городу утром смогли выйти только 2 автобуса. 20 автобусов сохранены и размещены в варочных гаражах. Это 2 автобуса стоит в варочном гараже СГЗ. 12 автобусов стоят на сегодняшний день в ремонтном гараже МУП СГЗ. И 2 автобуса стоят в гараже АТП. Отмывает автобусы от копоти и проверяет электрооборудование. Для этого, значит, привлечены 4 электрика. А на сегодняшний день ходит 2 автобуса. Выпущено на линию? Да, выпущено на линии с утра 2 автобуса. Утром же прошло совещание районного КЧС. Есть решение по маршрутам межпоселенческих рейсов. Для того, чтобы обеспечить наших граждан автобусным сообщением по нашим населенным пунктам, провели совещание и закрепляем на сегодняшние и выходные дни автобусный парк со стороны управления образования. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Масочный режим в общественных местах может быть отменен в этом году. Повышение заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время еще возможно, однако это будут небольшие всплески. Об этом рассказали вирусологи. Например, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что в ближайшие недели будет небольшой всплеск COVID-19. Однако он отметил, что вряд ли это будут такие цифры, как в ноябре и декабре. Доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев также обратил внимание, что после новогодних праздников не произошло роста заболеваемости. Эти факторы могут привести к отмене масочного режима в России в текущем году, считают специалисты. Тем временем в Якутии за минувшие сутки выявили 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. В Якутске заболели 37 человек. Также много новых случаев COVID-19 в Мирнинском районе. Их 26. В Алданском районе 12 случаев, в Нерюнгринском 11. В Омгинском и Татинском районах выявили по 7 заболевших. Еще в 9 районах от 1 до 4 случаев. Прививку от COVID-19 в регионе получили более 15 тысяч человек, в том числе за сутки порядка 2200. Кроме того, в ближайшее время решится вопрос о возвращении высших и среднеспециальных учебных заведений к режиму очного обучения. Об этом на брифинге также сообщила Ольга Балабкина. По ее словам, в настоящий момент прорабатываются 2 вопроса. Это увеличение числа вакцинированных студентов и преподавателей, особенно возрастных, чтобы они могли вернуться в аудиторию. Второй вопрос связан с тем, что, значит, непосредственно сами по себе билеты, которые сегодня предусмотрены со скидкой, они у нас действуют до 1 февраля 2020 года. Учеба, безусловно, если очная будет, она наступит немного позже. На настоящий момент ведутся переговоры и решается вопрос о продлении срока для выезда студентов на льготных условиях.
Систему «Эффективный регион» в столице республики внедряют с прошлого года. Программа реализуется в рамках сотрудничества Якутии с госкорпорацией «Росатом». Так, в ряде госучреждений и предприятий внедрены новые механизмы работы с населением, что, по словам специалистов, уже дает свои плоды. Главной целью является сокращение времени предоставления госуслуг для населения, повышение качества и имиджа органов государственной власти. По этой системе уже работают в окружной администрации Якутска, в Министерстве здравоохранения и в ряде других госучреждений. За этот период у нас реализовано более 40% в 16 организациях. Например, в Республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта был реализован проект, в рамках которого удалось сократить время от момента входа в здание маломобильной группы населения до как раз уже получения непосредственно услуги с 20 минут до 7 минут. На самом деле такие мероприятия, они малозатратны, и дают эффект для нашего населения, то есть именно в части сокращения времени и повышения качества. За установку шлагбаума во дворе собственники жилья теперь смогут проголосовать онлайн. Это позволяет постановление правительства, которое вступает в силу сегодня. Сервис разместят на базе портала госуслуг. Приложение должно заработать в первом квартале текущего года, сообщили на сайте Кабмина. С его помощью можно будет извещать жильцов о проведении собраний, проводить голосование, публиковать принятые решения и итоги голосования, а также хранить итоговые протоколы. В научно-исследовательском геологическом предприятии «Алроса» подготовили кандидата и будущего доктора наук. Олег Ковальчук написал около сотни научных статей в отечественных и зарубежных журналах и зарегистрировал более 20 патентов. Как оценили его диссертацию крупные ученые и чем теперь намерен заняться исследователь, выяснял Роман Муконин. Это запись защиты диссертационной работы Олега Ковальчука в Высшей аттестационной комиссии России. Он представил научному сообществу проект, позволивший решить многолетнюю проблему обогатителей алмазов. Дело в том, что на фабриках установлены люминесцентные сепараторы, которые отбирают кристаллы из руды по их свечению. Но светятся алмазы не всегда. Олег Евгеньевич решил, надо покрасить кристаллы люминесцентной краской. Коллеги идею оценили. Самое хорошее впечатление и от диссертанта, и от самой работы, и от автореферата, и от доклада, как подчеркнул уже Валерий Алексеевич. Я на такой хорошей защите, где однозначно понятно, как нужно голосовать, что нужно думать про эту работу. Редко такое встречается. НИГП осуществляет научно-методическое обеспечение геологоразведочных работ, выполняемых «Алроса» на алмазы в Западной Якутии, а также в различных регионах страны и мира. Олег Ковальчук для «Алроса» и НИГП в частности один из ведущих ученых-инноваторов. Постоянно находится в поиске решения сложных проблем нестандартными методами. При этом одной геологии работы специалиста не ограничиваются. Олега Евгеньевича манит все новое и неизвестное. Сегодня у Олега Ковальчука новое увлечение – разработка геологической нейросети. Для этого он освоил программирование и представил свой проект на Международном горно-геологическом форуме. Его доклад российская геологическая общественность приняла с интересом. Олегу Евгеньевичу рекомендовали создать серию подобных выступлений. Свою докторскую диссертацию я планирую посвятить алмазам, которых мы встречаем в россыпях, но мы не знаем, где источники этих алмазов. Потому что из коренных источников в трубках такие алмазы еще не встречены. Все идеи Олега Ковальчука – это миллионы рублей экономии и прибыли для компании. Он признается, разработок много, и не все успевает превратить в научные статьи. Только сейчас он защитил кандидатскую диссертацию, а уже через год будет готова докторская. В научной среде для его возраста это считается наивысшим показателем эффективной деятельности. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Домашних животных бесплатно стерилизуют в Якутске. Так, на базе ветеринарной клиники «Айболит» Арктического госагротехнологического университета при поддержке Фонда президентских грантов реализуется проект по бесплатной стерилизации и кастрации кошек и собак. Добровольческий проект «Человек, друг животных» получил грант в прошлом году. Это проект студентов-волонтеров. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на снижение численности безнадзорных домашних животных в столице, расширению компетенции зооволонтеров, обучение
обучению владельцев домашних питомцев практическим навыкам по правильному содержанию животных. В прошлом году в июне объявили победителей, и мы начали с сентября. Сейчас на базе ветеринарной клиники Арктического государственного университета проводим по записи бесплатную стерилизацию и кастрацию. В общем, мы должны сделать 2500 голов. Но на данный день мы сделали порядка 700 операций. На юго-востоке Англии появилась интересная вакансия – лесной рейнджер для присмотра за зубрами. Этих крупнейших европейских животных в дикой природе Британии не видели тысячи лет. Следующей весной небольшое стадо привезут в графство Кент и выпустят в лес. Правда, на ограниченной территории, рассказывает Татьяна Гамозова. Фонд дикой природы в Кенте нанимает рейнджеров. Организации требуется 2 человека, которые будут смотреть за полудикими зубрами. Животных привезут в Британию следующей весной из Европы и поселят в окрестностях Кентербери в рамках проекта по восстановлению в стране биоразнообразия. Как объясняют в фонде, идеальный кандидат должен разбираться в поведении животных, но иметь опыт работы с зубрами не обязательно. Ведь это будет первое дикое стадо в Британии примерно за 15 тысяч лет. Мы хотим содержать их в условиях, максимально приближенных к природным. Так что основная задача – наблюдать, не приближаясь, и следить, чтобы животные были здоровы, счастливы и выполняли свою часть работы на благо окружающей среды. Ожидается, что свободно живущие зубры будут полезны для местной экосистемы. Они имеют привычку валить деревья и объедать стволы, тем самым прореживая заросли. А это улучшает условия для других обитателей. Животных привезут из Нидерландов, Румынии и Польши. Для них огородят территорию площадью 500 гектаров или 5 квадратных километров, поскольку в густонаселенной местности невозможно просто выпустить их в лес. Впрочем, 2 зубра уже живут в Кенте, но в загоне. Они привыкли к людям и к тому, что их подкармливают. Новичкам же придется самостоятельно добывать пропитание. На 2 вакансии смотрителей за зубрами претендуют уже сотни желающих. Мороз – это не повод отказаться от купания. В Якутске, несмотря на холод, члены общественной организации «Якутские моржи» ежедневно окунаются в прорубь. По их словам, такие процедуры закаляют тело и дух, повышают иммунитет и в целом укрепляют здоровье. Однако купание в ледяной воде противопоказано людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому всем, кто решил купаться в проруби, настоятельно рекомендуют показаться врачам. Общественная организация «Якутские моржи» существует уже третий год и на сегодня насчитывает более 20 членов. Ощущение классное, суперское, просто потрясающее. Я занимаюсь обливанием, в снег ныряю, но нырнула первый раз. Прям вот чувствую весь вот этот вот, как выходит, знаете, вот энергия. Супер классно. Приходите. Занимайтесь спортом, здоровьем. Всем всего самого хорошего. Будьте счастливы. Ура, 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 ура. Уруй айхал. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.